Selon le décompte effectué par les équipes. Международная организация «Репортеры без границ» 3 мая опубликовала свой ежегодный Всемирный индекс свободы прессы, в котором страны Центральной Азии в очередной раз ухудшили свои позиции. Казахстан, который в 2022 году занимал 122 место, опустился на 12 позиций. Кыргызстан, когда-то считавшийся одной из самых либеральных стран Центральной Азии, опустился за год на 50 позиций, с 72 на 122 место. С приходом Садыра Жапарова к власти в Кыргызстане усилилось давление на СМИ и независимых журналистов. В индексе свободы прессы Узбекистан опустился со 133 на 137 место. За последний год в Узбекистане также прослеживается давление на независимых журналистов и блогеров. Их привлекают к административной ответственности, выписывают штрафы, запрещают вести деятельность в интернет-сети. По мнению представителей «Репортеров без границ», после смерти Ислама Каримова в 2016 году положение СМИ немного улучшилось. Но вместе с тем остались отрицательные моменты. Сложная ситуация с критикой государственной власти, отслеживание чиновниками деятельности журналистов и блогеров, цензура и самоцензура. Туркменистан, где на протяжении 30 лет существует жесткая цензура и все издания и СМИ контролируются государством, каким-то образом поднялся со 177 на 176 место. Таджикистан со 152 на 153 место. В Таджикистане только за последний год были осуждены на длительные сроки несколько независимых журналистов и блогеров по сфабрикованным делам. Их признали виновными в связях с запрещенными партиями и движениями, а также в ведении экстремистской деятельности. Самые громкие дела. Журналист и правозащитница Ульфат Ханим Мамадшоева приговорена к 21 году заключения. Журналист и блогер Далер Имамали получил 10 лет тюремного заключения. 24-летний блогер, активист и исследователь памирских языков и истории региона Хушрус Джумаев приговорен к 8 годам лишения свободы. Журналист, блогер и режиссер Абдулло Гурбати приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Журналист и блогер Абдусаттор Пирмухаммадзода приговорен к 7 годам лишения свободы. Журналист Завкибек Саидамини приговорен к 7 годам заключения. Журналист и экс-сотрудник органов безопасности Мамадсултон Мавлоназаров приговорен к 7 годам колонии. В основном все вышеупомянутые журналисты и блогеры освещали социальные проблемы внутри страны.